чашечкой горячего душистого чая в формате живого общения продолжить цикл открытых интерактивных лекций первого. Сегодня нашими попутчиками являются, позвольте мне представить, Вероника Торзян, режиссер, автор обучающего курса «Мобильная видеосъемка», руководитель Центра креативного развития «Видеошкола Кубрик», город Сыктывкар. И второй попутчик приехал к нам из города Москвы, Сергей Николаев, автор-исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов «География», Россия, Беларусь, Армения, Грузия, Латвия, Швеция, Болгария, педагог, лауреат Московского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москва-2017», руководитель детского объединения «Ансамбль Авторская песня», общеобразовательная школа номер 97, город Москва. Начну с самого главного. Я вот когда сюда ехала, думала, что же такое творчество. Мне не хочется какое-то давать определение, там, как из Википедии, да, или из энциклопедии, то есть хочется как-то вот для себя. Да. Вот для меня творчество – это путь к себе. Это как бы вот то направление, та деятельность в жизни, которая приближает нас к нам настоящим. Вот к нам, внутренним детям нашим, не знаю, к нашим настоящим желаниям. И все вот это получается сделать через творчество. Творчество есть во всех делах абсолютно. Я считаю, что можно творчески вести бухгалтерию, творчески готовить, творчески быть инженером, вообще все делать творчески. Я по профессии режиссер. После школы я уехала в университет культуры и искусств в Санкт-Петербург, и там вот училась на кафедре режиссуры. В принципе, я не могу сказать, что я была супер творческим ребенком, там, да, это был такой спонтанный какой-то выбор. Мне очень нравилась всякая организаторская деятельность в школе, организовывать какие-то мероприятия, конкурсы, фестивали школьные, и поэтому мне казалось, что это и есть режиссура. Вот, и так меня как бы путь мой повел, что я пришла в режиссуру. Вот, но сейчас я живу в городе Сыктывкар, да, очень люблю этот город, и если говорить про то, что вот творчество — это созидание пространства, да, вокруг, то есть создание какого-то благоприятного, чего-то доброго, чего-то хорошего, полезного вокруг себя, то я это делаю через свое направление работы с детьми. Дело в том, что у меня есть детская видеошкола Кубрик, про которую уже сказали. Это место, где мы обучаем детей искусству видеосъемки, фотографии, актерскому мастерству, видеоблогингу, изучаем кинематограф, ну и стараемся, пробуем снимать свои фильмы, свои ролики. Кто-то хочет быть блогером, кто-то хочет быть режиссером, кто-то интересна операторская кому-то деятельность. Вот. Мы вот собрали такое место, где дети проявляют себя и занимаются вот этим творчеством. Несколько наших видеороликов, которые мы снимаем с нашими детками. Давайте вот начнем, Сергей, сначала не с видео, с фоток. Немножко подкреплю свой рассказ. Вот с фотографий хотела показать вам чуть-чуть фоток с наших съемок, с процесса нашей работы, чуть-чуть их как бы прокомментировать. Да? Мы снимали фильм, который про школу будущего. Это такой хоррор был, очень такой фильм с погружением. Мы снимали его целый год, что вообще для детского проекта удивительно, потому что детские проекты в основном они краткосрочные, потому что дети, ну, у них быстро происходит, да, надоедание, выгорание от проектов. Вот, а здесь прямо целый год снимался фильм, кому интересно, он длинный, то есть я не буду его показывать, но он у нас есть в группе ВКонтакте, называется «Эксперимент». У нас очень часто проходят мастер-классы, мы находимся, кстати, в Доме быта на центральном перекрестке у нас в городе. У нас очень часто такие мастер-классы проходят, очень много бесплатных тоже мероприятий, у нас не только коммерческая основа, вот, очень много открытых всяких мероприятий, съемок, когда мы приглашаем детей вот, ну, поучаствовать. Бесплатных мастер-классов, фотосессий и так далее. Так что, кому интересно, просто в нашу группу можете заходить, там вся информация у нас есть. Вот, сейчас у нас идут уже летние каникулы с детьми, летняя площадка. Вот. Сейчас давайте перейдем к другому направлению. Это именно, здесь я больше реализовываюсь как педагог, да, а другое направление моего творчества — это видеосъемка. Я хотела показать вам несколько роликов, которые мы снимаем уже для взрослой аудитории, для компаний нашего города, бизнеса и так далее, но мы очень стараемся привлекать детей. Вот, то есть брать их на реальные съемки, не только вот для них создавать вот эти такие, как сказать, даже какие-то сахарные такие условия, да, где все сладко, красиво, и все услуги, и все для них мероприятия и занятия. Мы их берем всегда с собой на прямо настоящие съемки, где бывает тяжело, долго, вот, и так далее. Вот давайте посмотрим ролик, тоже наши ребята, несколько кадров есть даже, которые снимали наши ученики, вот это, вот посерединке которая. Это
это рекламный ролик для спортивного клуба. Только надо со звуком посмотреть. Где-то половина из этого видео всего было снято нашими учениками. То есть мы их берем с собой на съемку, мы им даем камеры в руки, и потом при отсмотре материала мы берем многие материалы из того, что они снимали. Потому что, во-первых, все-таки дети, у них есть тоже такой свой взгляд на какие-то кадры, которые у нас часто зашорен уже. Мы просто привыкли к чему-то, что мы снимаем вот только так, да. А дети, они вдруг что-то такое сделают, особенно что касается движения камеры, потому что у них как-то более свободные вот руки, они могут что-то иногда подергать, подвигать, а потом получается, что кадры очень классные. Получается, отдельно занимаются там, или все вместе занимаются там и Все. операторским У искусством? нас занимаются все вместе. То есть все Да. дети проходят все? Да, все дети проходят все, потому что как бы в отрыве от, например, режиссер, не понимая как бы актерского мастерства и операторского, ему очень сложно будет, потому что все равно надо знать всю. Да? Вообще видеосъемка для детей, это, мне кажется, очень классный такой формат в плане развития, потому что там сразу прям много навыков таких задействовано. Это вот и умение договориться, и коммуникация, и свою идею прогнуть, да, потому что режиссер все равно тот человек, который должен заставить как-то смотивировать всех остальных свою идею, да, реализовывать. Вот. И договориться, и актерски все это исполнить, и сказать, и зажимы различные у детей, да, снимают в плане там, многие стесняются говорить там при людях, стесняются говорить на камеру, тем более. Вот. Да, это у всех есть, это вообще нормально. Мы всегда говорим, что ненормально это не стесняться. То есть, вот если ты не стесняешься вообще, это как бы ненормально. А чуть-чуть стесняться и вообще зажиматься немного перед людьми, перед камерой, это вообще нормально абсолютно. Это естественное наше состояние. Вот. Ну и вот учимся с детьми говорить на камеру, излагать свои мысли, снимать, монтировать, камеры настраивать, ставить свет, записывать звук. Вообще любая съемка, она делится на 3 этапа. Да? Это предпродакшн, подготовка, продакшн, это сама съемка, и постпродакшн. И вот на каждом этапе мы с ребятами работаем. И у нас есть проект еще один, я могу про него рассказать вкратце. Да? Это просмотры фильмов с пленки. Мы ездим в комики на видеопрокат, это такое место у нас в городе, где хранится кинопленка старая. И там смотрим ретро-фильмы разные, ну, классику с пленки. Я думаю, что зрячим музыкантам это тоже тяжело. Работать, когда ты не можешь потрогать руку, ты взял руку ребенка, и ты в этот момент ему поставил, как тебе нужно. А тут тебе нужно думать, а как же я ему объясню? Естественно, я многие движения уже знаю, как они делают, я понимаю, что делают пальцы, когда идет звук неправильный, но это со старшими детьми прокатывает. С маленькими правую руку пришлось, конечно, делать мне и в прошлом году, и в этом году, потому что 2 было таких периода сложных, но я думаю, что это было интересно. Песня называется «Дорога в века». Где бы ни был и кем бы ни стал ты, и каков бы высок ни был пост, к берегам бы каким ни пристал ты, и какой бы ни выстроил мост, впереди ожидает дорога, та, с которой уже не свернуть. Это не попущение Бога, а логично продолженный путь. Вот отчетов рабочие клещи, вот зима, а за нею весна. Посмотри на дела и на вещи, и не жди окончания сна. Окончанием станет дорога, та, с которой уже не свернуть. Это не поручение Бога, а логично продолженный путь. Закрутилось житье,
песню, которую я посвятил своим ученикам. Вот это, кстати, новые совсем песни. Вот это была, ну, для меня это совсем новое, это июль 21 года, на самом деле, 28 июля 21 года. То есть «Дорога» это был 5 июня 2000-го, они такие однодневки песни написаны в один день. Бывают песни, которые пишутся там годами, а бывают такие однодневные, они раз вот родилась и ну, вот, родилась за полчаса, там, за час, и потом уже репетируешь как чужую. И вот это сейчас будет тоже песня, которая родилась 1 июля 2020. Итак, моим ученикам. Сейчас, извините, гитара поехала. В тусте. Бывает. Ну, допустим. Девчонки мои и мальчишки, хочу вам немного сказать. Такие неизданные книжки, чтоб счастье могли описать. И строчка за строчкой куда-то уносится в дальнюю даль. Дай Бог вам успехов, ребята, награда моя и медаль. Дай Бог вам успехов, ребята. Мы в детстве, друзья, обретаем и разум, и силу, и стать, чтоб лучше, что воспитаем, потомкам своим передать. Немыслимо времени трата, для вас каждый день будто год. Дай Бог вам терпения, ребята, кто трудится, тот обретет. Дай Бог вам терпения, ребята. Когда долгих трудностей мер слезами кропит скорбный лик, на помощь приходит нам вера, и все получается вмиг. Ее покровительство свято, пусть вас она не обойдет. Дай Бог вам здоровья, ребята, все остальное придет. Пусть будут сердца ваши звонки, пусть будет светла голова. Мальчишки мои и девчонки, ну вот и остыли слова. Играть не хочу с вами в прятки, душой ни на грамм не кривлю. Я просто люблю вас, ребята. Я очень вас сильно люблю. Я просто люблю вас. Простые слова, мы очень часто их стесняемся, боимся, и из-за этого иногда проблемы получаются. Поэтому, наверное, не надо стесняться. Следующую песню я хочу посвятить, это я посвятил ученикам, но поскольку у меня своих детей нет, поэтому это мои дети. А эта песня следующая посвящается маме, называется «Колыбельная маме». И всем женщинам посвящается, потому что все они в какой-то степени матери. Если даже у них есть дети, нет детей, все равно матери, потому что ученики есть, еще кто-то и так далее. Укрою тебя одеялом и коснусь нежно-мягких волос. Ведь когда-то и я, детем малым, был тобой укрываем от гроз. Ты болела со мною немало, но вела к цели твердо меня. Добрым светом своим укрывала в темноте отгоревшего дня. Забывая свое покрывало, часто днем непроглядная ночь, мне
мне в трудные дни помогала, я тебе тоже должен помочь. За любовь свою нежно святую ты не просишь взамен ничего, так прими эту песню простую от того, в ком есть часть твоего. Дети рядом, все спокойно, ночью груз забот в тени. Ты идешь вперед достойно. Мама устала, мамочка, отдохни. Мама устала, отдохни. Зло белым снегом дороги, пробираться по ним нелегко. Промокли уставшие ноги, а идти еще так далеко. Но капризы судьбы быстротечны, сгинут хмурые серые дни. Сугробы, конечно, не вечны, хоть и тают не сразу они. Дети рядом, все спокойно, ночью груз забот в тени. Ты идешь вперед достойно. Мама устала, мамочка, отдохни. Мама устала. Ну и о конкурсах немножко, да, поскольку тут анонсировали кучу всяких, было такое в жизни, да, в основном это были 17-й год, 18-19 у меня самые такие были продуктивные по количеству проезженных дорог, да, если сказать так. Что в 19-м мы там побывали, я тут увидел какой-то, был в Питере на педагогическом форуме, там компания «Салют талантов» устраивала педагогический форум, был в Питере, значит, и они начали так смачно рассказывать про Армению, про Ереван, что мне так туда захотелось. И я думаю, дай-ка я все-таки съезжу. Значит, приятель сказал: слушай, Женя, поедешь со мной в Ереван? Он: в Ереван поеду. И мы поехали. Значит, а там оказалось еще так, что можно было совместную сделать поездку Ереван-Тбилиси. Я говорю, еще и в Тбилиси, значит, можно съездить. И вот мы съездили в Ереван и Тбилиси. Значит, потом это еще было летом, это была Рига, Стокгольм. В общем, короче, интересный был год 19-й, предпандемийный. Потом, кстати, осенью я попал в Сыктывкар первый раз. И вот Оксана Олеговна, которая здесь вот сидит, ведет, замечательная хозяйка этого нашего вечера, вот, она меня встретила в колледже искусств. Вот, я туда зашел, такое, значит, это самое, мне дали там бумажки заполнить, я говорю: ой, извините, я не вижу. И вот Оксана Олеговна там как-то так глазами, немножко была с круглыми глазками, да. Ну, в общем, все потом привыкли, все нормально. Вот. А в общежитии, кстати, когда я пришел, тоже меня попросили заполнить, я говорю: ну, ребят, можете сами, ну, там женщина, такая комендант была строгая. Вот. И она так, ну, тоже, видимо, удивилась. Я говорю: вы не волнуйтесь, я здесь ничего не разрушу, все хорошо будет, там все нормально. Она такая: ну, если уж вы из Москвы сюда приехали, то я в вас не сомневаюсь. Вот. В общем, короче, интересный был тоже, в общем, фестиваль. 20-й год я тоже умудрился поучаствовать, в Москве в очном фестивале, в 2 очных фестивалях, там, ну, там первый. А вот в 21-м году у меня вообще какой-то был год интересный. Я получил 3 гран-при на разных фестивалях. Это был сначала «Планета талантов», московский фестиваль, это «Колыбель России», у них фестиваль называется «Объединение Планета талантов». Значит, это был потом вокальный конкурс «Имьюзио», ну, тоже все в номинации авторской песни. Да, я, кстати, если кто еще не понял, я пою все на свои стихи, это как бы мои песни, мои тексты, моя музыка. Вот. Но они не мои, конечно, они откуда-то оттуда там приходят, но приходят мне. Вот. Поэтому, значит, да, поэтому чисто материально это, ну, наследие
как бы мне достается. Вот. И, значит, и третий конкурс, который был, это был конкурс в вашем городе. Я вообще не очень люблю мероприятия, связанные с инвалидностью, да, потому что, как правило, очень часто, и со мной, наверное, люди, которые с этим соприкасались, согласятся, все эти мероприятия, они такие носят немножко такой, какой-то бюрократически жалостливый характер, вот, где инвалидов либо очень жалеют, либо наоборот превозносят. Ах, какой он молодец! Слепой песни поет. Молодец, мальчик. Вот. То есть что-то такого выдающегося в том, что слепой человек поет, нет, по-моему, вообще, потому что мы знаем, каких звезд мировых. Гомер. Ну, Гомер это было, а живых ныне. Стиви Вандер. I just called to say I love you. Рэй Чарльз, джазовый знаменитый классик, который, значит, много стандартов джазовых написал. Херби Хэнкок, Дэйв Брубек, тоже джазовые музыканты, все были незрячие. Так, Джефф Хилли, гитарист. Ну, Диана Гурцкая, понятно, это наш уже как бы самородок, но помимо нее еще, кстати, много неизвестных людей есть, да. Дайана Шур, я сейчас как бы о мировых именно говорю, даже людях, которые, вот если мы скажем Рэй Чарльз, у нас не возникнет, что это слепой, у нас возникнет, что это классик джаза, блюза. Если мы скажем Стиви Вандер, у нас возникнет, что это классик мировой эстрады, великолепный композитор. Вот, поэтому Андреа Бочелли, ну кто, да, это замечательный певец, никто не сразу, многие не знают даже, кому, правда что ли? То есть вот, поэтому как бы вот такая должна быть цель, и когда научатся люди просто понимать, вот как сказала Вера, ушедшая, да, что, значит, что есть клиповое мышление, это не хорошо и не плохо, это есть. Есть такие люди, есть толстые люди. Как-то мы не говорим, что если полный человек, что это какой-то, что-то он, ну, как бы, он, значит, поет полный человек, он что-то преодолевает, ничего он не преодолевает. Рыжий человек, он что-то преодолевает, ничего он не преодолевает. Раньше рыжих дразнили все время. Я не знаю, там, человека бородавка вот здесь, там, что он что-то преодолевает, ничего он не преодолевает. Слепой также точно. Потому что очень часто это родители хотят, чтобы ребенок занимался такой профессией. А вы спросили ребенок, хочет или не хочет? А может он рисовать хочет? А может он играть хочет? А может наоборот, он хочет заниматься математикой, а его куда-то пихают в бухгалтерию. Может он великий математик будет. И вот главное раскрыть вот это вот в каждом. И чтобы каждый занимался своим делом, которое ему предназначено. Так вот, и вот этот третий фестиваль как раз, о котором я говорю, «Струна и кисти, вечное перо» называется. Несмотря на то, что это фестиваль для людей с инвалидностью, такой организации, как в этом фестивале, я прошел примерно около, наверное, 40 с лишним фестивалей разных интересных. Такой организации и конкурсов, такой организации конкурса я не видел нигде. Но вот «Вера, Надежда, Любовь» тоже примерно похожим образом был организован. Но он общий. А этот фестиваль, он просто действительно для людей делают праздник по-настоящему. Они все такие активные, например, как я, да, есть люди, которые действительно, им нужно вот так вот такой вот именно такая атмосфера, им нужно почувствовать себя нужными. Им нужно, чтобы вот им сказали, молодец, вот просто вот, чтобы ему, вот он сидит у себя там, где-нибудь, в любом, там, не знаю, в поселке или в большом даже городе, он сидит у себя дома, ему никто вот так не с 0:0 начала, не пожалеете, друзья мои, пожалуйста. Там кто-то, если будет возможность там у кого-то бесплатно попасть, попадите, но там даже билеты недорогие, там 150 рублей, по-моему, что мне сказать сегодня. Вот. Попадите, посмотрите, и действительно посмотрите, да, потому что тут кто-то сказал, что, а что-то Сергеева-то вроде там и нет, и Нур там нет. Есть они там. Сергеев единственное, что в этом году не приехал из-за болезни. В прошлом году не приехал председатель жюри Гаранин Владимир из-за болезней. А в этом году Сергеев просто болеет, заболел и не приехал. Вот. И мы ему все тут дружно привет слали. Вот. А гран-при как раз мне в прошлом году именно Сергеев вручал. Поэтому это было очень трогательно и очень
такой момент был важный тоже для меня. Вот. В этом году я в жюри. Вот. Поэтому это, поэтому, в общем, все возможно, да, и как бы и карьерный рост, и прочее. И здесь, кстати, вот на этом конкурсе действительно возможен для людей, вот даже которые не очень хорошо что-то поют и играют, возможен карьерный рост по-настоящему. То есть, допустим, ты выступил в этом конкурсе, ты стал дипломантом, например, да, или никем, получил только диплом участника. Но ты знаешь, над чем тебе работать, ты спросишь у жюри, если что. Тебе скажут, тебе помогут. В следующем году приедешь, уже, может, ты лауреатом станешь. И это хорошо, это здорово, потому что все, если гран-при получат, и конкурса не будет, потому что с гран-при уже нельзя там участвовать. То есть, как бы, тоже такой момент. Вот. Поэтому, если кто-то хочет, пожалуйста, приходите. Если у кого-то есть, например, знакомые, у кого инвалидность любой формы есть, да, потому что есть инвалидность незаметная, там, а порой даже еще и страшнее, чем заметная, когда какие-то внутренние проблемы. Пожалуйста, участвуйте, приводите друзей, знакомых. Имейте в виду, Маргариту Михайловну Колпащикову, председателя общества инвалидов ТФК, просто вот добрейшей души человек, и просто вот душа, просто действительно. Я не знаю, я не видел таких председателей никогда, честно скажу. То есть я просто вообще не видел такой организации никогда. Вот, поэтому, пожалуйста, я надеюсь, что это в следующем году, кстати, будет, в этом году был 10-й республиканский и 9-й межрегиональный. В следующем году будет 11-й республиканский и будет 10-й межрегиональный юбилей. Вот, так что мы там что-то они планируют. Мы там что-то с жюри обсуждали, я уж не знаю, что мы там спорили, что-то почти дрались, но ничего, что-то мы там будем придумывать интересное, ага. Вот. И к чему я сейчас это все рассказывал, вот, в 22-м я тоже там участвовал уже. 3 гран-при я получил за песню, которую я сейчас исполню. Эта песня посвящается всем тем, кого нет с нами. Называется она «Просто поговорить». Ну и всем нам живущим, конечно, да, она называется «Просто поговорить». Она сначала грустная, но в конце она будет очень, очень жизнеутверждающей. Поэтому... К твоим устам обращу все то, что слышать умею. Я ни о чем не грущу и ни о чем не жалею. Я просто поговорить. Наш путь совсем не напрасный. Нас завтра может не быть, а сегодня вечер прекрасный. И тот, кто встанет с колен, поймет, что правда не мука. В материальности плен, а в идеальности скука. Неукротимая прыть не удивит мир спесивый. Нас завтра может не быть, а сегодня вечер красивый. Лишь тот, кто духом богат, не будет медлить с ответом. Ты видишь этот закат, он скоро станет рассветом. Ты видишь красную нить над непроглядной бездной. Нас завтра может не быть, а сегодня вечер чудесный. Я не прощаюсь с тобой, я буду здесь, буду
кулинарный. А моя очень ранняя песня называется «Пельмени со сметаной». Студенческая песня. 2004 год. Кто засиделся, может поплясать. Там будет где. Я достал свою кастрюлю и налил туда воды. На плиту ее поставил, перед этим газ включил. Закипай, моя водичка, белые стихи, да? Закипай, давай скорее. Я люблю пельмени со сметаной. В морозилочке пакетик разноцветный и большой, твердокаменный, я ледяным в том пакетике лежат. Беспощадно разгрызаю распроклятый целлофан. Я люблю пельмени со сметаной. Я люблю пельмени со сметаной. Варятся мои пельмени и кипит, бурлит вода, пузыряся и играя, выливаясь на плиту. Я огонь поменьше сделал, вроде бы утихла дрянь. Я люблю пельмени со сметаной. Я люблю пельмени со сметаной. Холодильник открываю, банку синюю беру, 33 на ней коровы. Ну, сейчас и пожуем. Выключаю я пельмени, на тарелочку кладу. Я люблю пельмени со сметаной. Я люблю пельмени со сметаной. И вот так всегда бывает. Есть сметана, нет пельменей. Появляются пельмени, а сметана умерла. Вот такая, братцы, сказка о разбившейся мечте. Я люблю пельмени со сметаной. 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 Ну, вот ну и под конец я исполню две песенки спокойные. Барды здесь есть классики? Нет? Кто знает бардов? Хорошо. Хорошо. Есть представители бардовского движения. Вот песня для представителей бардовского движения на этом фестивале, на прошлом, она мне тоже гран-при принесла. Вот там вместе с «Просто поговорить». Здесь есть шарады такие в куплетах, в припевах. И вот кто хорошо знает бардовскую песню, тот будет узнавать знакомые строчки в припевах. Там использованы цитаты из Городницкого, из Куджавы, из Якушевой. И вот вы будете, может быть, узнавать какие-то знакомые строчки, но они чуть-чуть перефразированы. Вот. А песня вообще называется «Гитара», и она для тех, кто забыл о том, что он творец. У нас с детьми детская хорошо идет. Вот эта, которая гитара, она сложноватая, но можно тоже попробовать. Даже не детьми, самой просто интересно. Хорошо. Сергей, можно спросить? Да, конечно. Вы не планировали как бы такие многослойные аранжировки, кроме гитары, чтобы еще были разные инструменты? Смотрите, ну просто я как бы периодически об этом задумываюсь, но как-то вот пока мне просто проще так вот одному. Я приехал к вам, да, и я спел. Вот. Что касается гитары, да, ну вот, допустим, смотрите, ну как-то я так и стараюсь писать песни, чтобы аккомпанемент он был, ну скажем так, не совсем вот такой, да? Вот, чтобы это были все-таки какие-то вот, там у меня все равно есть сольные кусочки вот такие, вот, и поэтому, вот, например, в песне «Гитара» там аранжировка только, мне кажется, испортена. Допустим, да, допустим, в «Дороге в века» еще возможно, там, да, там какие-то
какие-то можно там бас какой-нибудь включить. Может быть, вполне возможно, но мне нужен для этого тогда какой-то коллектив, наверное, хороший. А пока я синтезатором я не хочу делать. Вот, как бы, если какой-то коллектив найдется, может быть. Тоже думал об этом, у меня есть ряд песен, которые, да, они такие аранжировочные. У меня даже есть идеи, есть идеи вообще сделать кучу альбомов, да. Там есть сделать там один альбом бардовский такой, другой там. Симфоническим оркестром. Но это дороговато. Я узнавал, кстати, с оркестром. Мне предлагали там одна песенка 150 тысяч. Ну, можно, в принципе, подарок сделать себе на какое-нибудь там 50-летие. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Но опять одну песню, ну, вот как-то хочется побольше. Вот, может, я когда-нибудь буду побольше зарабатывать. Тогда, может быть, что-нибудь такое и найдем. Хочется, может быть, у меня есть там тяжелые такие песенки, да, может быть, какой-то хард-рок записать, тоже у меня есть такие. Но просто пока наиболее практичным с точки зрения вот выступлений, даже запись у меня есть, они записаны на студии, я записался с гитарой. И на конкурсах я, кстати, везде выступаю с гитарой, и как-то это всем нравится. Там у меня в основном лауреат первой степени везде. Значит, как-то это трогает людей. Даже без аранжировок. Говорят, ладно, что ух ты, гитара живая. Ха-ха. Вот, может быть, не исключаю. Если будет очень хороший коллектив какой-то найдется, который заинтересуется там, я бы с удовольствием. Помимо гитары, вы хотели бы конечно, допустим, освоить и попробовать писать себе, допустим, песни на пианино? Есть у меня, даже, я вообще делал, кстати, у меня есть один диск с аранжировками, это секрет такой. Я его делал в 2007 году, я сам их делал. На клавишах, кстати, я чуть-чуть там играл, но я не умею как бы нормально на этом играть. Это надо учиться, конечно, и сейчас просто времени на все уже нет. Ну, очень много дел, работа же, я же работаю как обычно, 5 дней в неделю, то есть, собственно говоря, и какие-то выступления бывают, то есть поэтому уже не всегда даже руки доходят это сделать. Вот, но возможно, я себя пересилю и научусь. Вот. Я знаю, как там аккорд какой-нибудь построить, да, на клавишах. Конечно, можно и писать. Я даже придумал хитрый способ, пишешь сначала левую руку, потом правую, естественно. Это можно сделать. Вот, но как-то все-таки, наверное, если у меня струнные лучше идут, я еще на струнах на других играть люблю, на укулеле, на бузуки я себе купил. А в Грузии был, кстати, купил себе в Тбилиси грузинский инструмент пандури, такую грузинскую балалайку струнную. Вот так. Чайку?